Привет, ребята! Вы смотрите телеигру «Атуй-натуп. Битва командиров». По коням, друзья! Пришло время проверить свои знания, везение и помочь своему классу стать чуть ближе к победе. Знакомьтесь, это Рияз Гельмединов. Он ученик 5-го Шаймуратовского класса Государственного республиканского лицея-интерната имени Тимера Юсупова. Он приехал к нам из Дуванского района. Рияз – многократный участник конкурса юных исполнителей башкирского народного эпоса «Урал-Батыр». Напротив него Амир Калимулин. Он ученик 6-го Ш-класса гимназии номер 2 села Бураево. Амир интересуется историей, обожает писать сочинения. В классе он душа компании, а для учителей он примерный хорошист и постоянный участник всевозможных олимпиад. В этом выпуске у нас интересная ситуация. Пятиклассник против шестиклассника. Сыграет ли год разницы свою роль в нашем поединке? Предлагаю дать дорогу молодым, и право первого хода достается Риязу. Думаю, это справедливо. Игроки начинают свой путь с поля старт и, бросая кубик, двигаются по игровой карте. Маршрут состоит из заданий как интеллектуальных, так и творческих. У каждого игрока по 3 карточки помощника. Исключить один неверный ответ, попросить помощь у соперника и звонок другу. Если ответить на вопрос не удалось, игрок делает ход назад. Тот, кто первее взойдет на гору, то есть финиширует, тот становится победителем. Прежде чем начать, давайте дадим имена нашим скакунам. Амир, как ты его назвал? Моего скакуна зовут Джасмин, как мою танцевальную группу, в которой я танцую уже почти 6 лет. Очень хорошее имя. А моего скакуна зовут Абрик, потому что у моего дяди был такой скакун, он всегда занимал первые места. Тоже очень хорошее имя. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Категория кони. Тяни карту. 13. Вопрос. Что такое недоуздок? А. Неопытный наездник. Б. Молодой скакун. Или В. Приспособление, чтобы одержать лошадь в конюшне. У нас есть бустеры. Можешь ими воспользоваться. Думаю, ответ А. А почему ты так думаешь? По мне, слово «недоуздок» означает «неопытный наездника». Ты об этом где-то читал или так интуиция? Интуиция. Итак, ответ А неверный. Правильный ответ В. Приспособление, чтобы держать лошадь в конюшне. Недоуздок – необходимая амуниция для лошади. Он нужен, чтобы водить животное по территории конюшни. В отличие от простой уздечки, недоуздок не имеет железа. Он более свободный. Рияз, ты ответил неправильно на вопрос, поэтому тебе придется сделать один ход назад. Амир, твой ход. 2. Категория ОБЖ. Тяни карточку. 10. Вопрос. Подручными средствами при оказании первой помощи являются А. Лейкопластырь и вата. Б. Кусок ткани и брючной ремень. Или В. Антисептик и медицинская маска. У нас есть бустеры. По-моему, вариант Б. А почему ты так думаешь? Потому что ремень используется для перевязки. Хорошо. Итак, вариант Б правильный. Наложение жгута применяется в основном для крупных сосудов конечностей. Вместо резинового жгута, который далеко не всегда может быть под рукой, может быть использован кусок ткани, бинта и брючный ремень. Вот так вот. Ты сделал правильный ответ, поэтому остаешься на своем месте. Рияз? 2. 1, 2. И, к сожалению, ты попал на болото, и теперь придется тебе обходить поле вот так вот. А вот расскажи о своем классе. Наш класс очень дружный. Когда я уходил, они все пожелали мне удачи. Я всеми ими дорожу. А у вас есть какие-нибудь свои классные традиции? Мы каждую осень устраиваем пикники. Там мы гуляем, общаемся, развлекаемся разными способами. Очень классная традиция, у нас в классе тоже такая есть. Амир, твой ход. 5. 3, 4, 5.
И Амир, ты тоже влип в это болото, и теперь вы вдвоем с Риязом будете выбираться из него. Амир, может, ты нам что-то расскажешь о своем классе? У меня очень дружный класс. Мы все очень вместе дружим. У нас с классом проходит много мероприятий, когда мы ходим в музеи, проводятся открытые уроки. На одном из открытых уроков мы разбирали и собирали автоматы. Несколько человек из нашего класса в этом преуспели и показали свои навыки на линейке. Очень хорошо. Рияз, твой ход. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я смотрю, вы с конем очень быстро выбрались из болота и уже находитесь в зоне лесов. Предлагаю посмотреть ролик, который нам отправил ваш класс. Давайте. Салям, Духтар! Без Шаймуратовсылар! Воспитанники 5 класса Республиканского лицея-интерната имени Тимера Юсупова. Дуан районы Мәсәгут ауданан Кайнар сәлем! Заявляемся на участие в командной игре от Унатар. Поехали! В этом году в нашей школе впервые открылся шаймуратовский класс, где собрались ребята из 5 северо-восточных районов Республики Башкортостан. Мы горды носить имя шаймуратовцев и хотим рассказать о жизни класса. В первой половине дня мы изучаем предметы. Башкорт теле дәресендә без халкыбызның тарихын, йолаларын өйрәнәбез. Курайда, кумыда уйнарга өйрәнәбез. На уроках русского языка и литературы нас учат грамотно писать и выражать свои мысли. Математика – загадочный предмет. Когда начинается урок математики, мы погружаемся в магический мир цифр. А на уроках английского языка нас учат правильно говорить, прививают любовь и интерес к языку. Изучаем биологию, чтобы понять живых существ, с которыми живем на одной планете. На уроках информатики мы решаем задачи, пишем программы, рисуем на компьютере. В этом году в нашем расписании появился новый предмет. Это история. На уроках музыки и вокала мы изучаем новые песни и ноты. На уроках технологии девочек обучают основам домоводства, а мальчиков работать по дереву и металлу. Наш девиз на занятиях по легкой атлетике – быстрее, выше, сильнее. Нам очень нравится кружок «Стрельба из лука». Это и спорт, и активный отдых. Кружок шашки-шахматы развивает в нас волю, смелость и выносливость. Мы с нетерпением ждем кружок по робототехнике. Робототехника для нас – это в первую очередь игра, исследование, путешествие. Танцевальные занятия приносят нам массу пользы. Танцуя под музыку, мы получаем заряд положительных эмоций. На занятиях строевой подготовки мы учимся строевой стойке, приемам на месте и движении. Нас учат собирать и разбирать винтовку и правильно стрелять из нее. После насыщенного учебного дня мы можем окунуться в мир волшебства и чудес сенсорной комнаты школьного психолога. Ятып калганчы атып калды халык макале. Быть шаймуратовцем – это значит побеждать. Потомки Салавата отступать не умеют. Ведь как говорят, каждый солдат мечтает стать генералом. Салават тукумдары сигенә белмәй. Надеемся на победу! Очень классный ролик. Расскажи про съемки. Мы очень старались сделать этот видеоролик. Мы пытались уместить все самое интересное о классе в этот короткий видеоролик. Мы там разбирали и собирали автомат, занимались строевой подготовкой, стреляли из лука. А что тебе больше всего нравится делать? Больше всего мне нравится разбирать и собирать автоматы, стрелять из лука и заниматься строевой подготовкой. Думаю, это у тебя очень хорошо получается. Вы правы. Обычно я собираю и разбираю автомат за 45 секунд. Это очень хороший результат. Но я хочу дотянуться до 40 секунд. Это сейчас моя цель. Желаю тебе удачи, и чтобы ты добился своей цели. Спасибо. Амир,
твой ход. 5. Ты тоже почти выбрался из болота и тоже в зоне лесов. Амир, а расскажи про свои увлечения. Я увлекаюсь танцами и шахматами. Я увлекаюсь танцами, потому что мне нравится выступать на сцене перед большим залом. А шахматами, потому что это интересное занятие. И там нужно логически думать и придумывать свои ходы наперед. А каким видом танцев ты занимаешься? Я занимаюсь эстрадным видом танцев. Я занимаюсь в большом коллективе, который состоит из 19 групп, по 20 с чем-то человек. Желаю тебе дальнейших успехов в своих увлечениях. Рияз. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И это творческое задание. Расскажи, ты нам что-то подготовил? Да, я подготовил игру на кумызе. Очень классно сыграл. У нас в программе еще никто не играл на кубызе. Молодец. Спасибо. А как давно ты играешь на этом музыкальном инструменте? Я играю на этом музыкальном инструменте со 2 класса, и мне очень нравится. А кто твой преподаватель? Мой преподаватель Гузлия Ридовна. А сложно ли играть на кубызе? Это и сложно, и легко одновременно. С одной стороны, не надо ноты знать, но с другой стороны, нужно обладать хорошим слухом. Ты очень талантливый, раз имеешь хороший слух. Спасибо. Амир. 3. 1, 2, 3. Категория «История». Вытягивай карточку. 3. Вопрос. На каком фронте 112-я башкирская кавалерийская дивизия впервые вступила в боевые действия? А. Сталинградский фронт. Б. Брянский фронт. Или В. Белорусский фронт. Я считаю то, что Б. А почему? Потому что Сталинград находится дальше, чем граница в те военные годы. То есть твой ответ Б. Брянский фронт. Да. Итак, ответ Б – правильный ответ. 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, который должен был прикрыть Москву с юго-запада. Ты очень хорошо знаешь историю. Ты любишь этот предмет? Да, я люблю этот предмет, потому что он мне очень легко дается. Я очень легко выучиваю темы. А как ты запоминаешь даты? Их же так много. Даты я заучиваю так. 1 и 2 число. 1545 – это 15 и 45. Очень интересный способ. Рияз, твой ход. 4. 1, 2, 3, 4. Тоже категория «История». 11. Вопрос. Какая первая работа была у Минигали Шаймуратова? А. Помощник пекаря на хлебозаводе номер 1. Б. Матрос на пароходе «Урал». Или В. Пастух в совхозе имени Ленина. У нас есть бустеры, если ты сомневаешься в своем ответе. 50 на 50, один неправильный ответ убирается, звонок другу или помощь у соперника. Я выберу бустер 50 на 50. Итак, остается два варианта ответа. Б. Матрос на пароходе «Урал». Или В. Пастух в совхозе имени Ленина. Я думаю, ответ В. Пастух в совхозе имени Ленина? Да. А почему ты так думаешь? Я где-то это прочитал вроде бы. Итак, ответ В неправильный. Правильный ответ Б. Матрос на пароходе «Урал». Самостоятельную жизнь Минигали начал с 13 лет, используя знакомство отца среди грузчиков речного проходства Уфимского затона. Весной 1913 года он устроился на пароход «Урал» матросом-грузчиком, а уже в 16 лет Шаймуратов переехал в Уфу. Вот так вот. Тебе придется сделать один ход назад. Амир. 2. Категория «Кони». 5. Вопрос. В каком роде войск активнее всего применяются кони?
А. ВДВ. Б. В артиллерии. Или В. В кавалерии. Ответ В. Кавалерии. А откуда ты это знаешь? Потому что кавалерийские войны это конские войны, которые сражаются верхом на конях. Они тихие и могут внезапно нападать на врага. Итак, ответ В правильный. Кавалерия по-другому конница. Это род войск, в котором для передвижения в бою использовались кони. Ты действительно очень хорошо знаешь историю. Молодец. Рияз. 3. Раз, два, три. И снова творческое задание. Что в этот раз нам покажешь? Сейчас я вам расскажу отрывок от эпоса «Урал-Батыр». Мы тебя слушаем. Атам хүден тутамын, мен ул канды йотмамын. Егет булып үсмәйенсә, төп йоланы белмәйенсә, илгеде бер йөрмәйенсә, ысынлап та дөньяла, үлем югын күрмәйенсә, сукмар алып кулыма, һис бер янды хукмамын. Хөлек курган канды мин кабырсактан йотмамын. Очень классно. Вот я знаю, что ты много раз участвовал в конкурсе чтецов эпоса. Как ты запоминаешь эпос? Эпос «Урал-Батыр» очень интересный. Самое легкое там – это то, что там не надо все заучивать. Главное – помнить сюжет. Очень хорошо. Амир? И тебе достался легкий путь. Амир, давай посмотрим ролик, который нам прислал ваш класс. Давайте. Здравствуйте, в эфире Media Lab Energy, и мы решили провести опрос. Поехали! Здравствуйте, кто же в нашей школе самые патриотичные? Конечно же, шеймуратовцы. Кто же в нашей школе самые активные? А вы что, не знаете? Конечно же, шеймуратовцы. Кто же в нашей школе самые ответственные? Конечно же, шеймуратовцы. Добро пожаловать в жизнь шаймуратовцев. Рахим Тегес. Эти не отступят. Под таким заголовком вышла статья о шеймуратовском классе гимназии номер 2 села Бураева на страницах газеты «Республика Башкортостан». Шеймуратовцы – продолжители традиций защитников Отечества. Я Галям Вадиларом, и я шеймуратовец. Вы бы знали, какая это гордость учиться в классе, названном в честь великого башкирского сына, военачальника Нинигали Мингазовича Шеймуратова. Когда мы принимали присягу, обещали прилежно учиться, быть преданными своему народу, быть достойными памяти павших за Родину, верными детьми родной земли, готовыми к служению Отечеству. Шеймуратовцы должны быть примером для других учеников, и мы очень стараемся этому следовать. Хорошо учимся, участвуем в различных олимпиадах и конкурсах, развиваем свои таланты и способности в секциях художественной самодеятельности. Вот, например, наши кураисты. Красавцы, только послушайте. А это мы репетируем наше очередное выступление в ансамбле лошкарей. Ни один концерт не проходит без наших лошкарей-шеймуратовцев. Мы случайно попали на репетицию наших мальчиков в вокально-инструментальном ансамбле в Доме детского творчества. Мы даже и не знали, что шеймуратовцы могут вмиг перевоплотиться в энергичного барабанщика или эмоционального вокалиста, знающих все тонкости струн электронной гитары. Вот такая прекрасная, яркая, патриотичная жизнь у шеймуратовцев. Спасибо за внимание. Очень интересный ролик. Расскажи про съемки. Мы придумывали сюжет этого ролика всем классом, и нам помогал класс рук исполнить нашу идею. А в чем заключалась идея ролика? Идея ролика заключалась в поместить всю жизнь шеймуратовского класса в одно видео. Очень хорошо. Рияз?
5. Раз, два, три, четыре, 5. И ты у нас уже приближаешься к финишу. Амир? 5. Категория «История». Вопрос. На каких языках мог изъясняться Миннегали Шеймуратов? А. На русском и башкирском. Б. Только на башкирском. И В. На английском, китайском, казахском, французском, уйгурском, башкирском, татарском и русском. Ответ В. А почему ты так думаешь? Потому что Миннегали Шеймуратов знал очень много языков. И ответ В правильный. Рияз, бросай кубик. 2. Раз, два. И снова легкий путь. Амир? К сожалению, Жасмин передвигается назад. Может, она голодная или уставшая? Она сегодня точно спала? Надеюсь, что она сейчас взбодрится и догонит Абрика. 6. Раз, два, три, четыре, 5, 6. Абрик тоже передвинулся назад. Амир? 2. И Жасмин снова влипла в болото. Сегодня не очень везет ей. Ну, желаю удачи. Рияз? 2. Раз, два. А мне везет. Да, тебе сегодня везет, и ты уже почти добрался до финиша, к тому же еще и на легком пути. Амир? 6. Жасмин, я вижу, очень сильно взбодрилась и мигом прошла это болото. И она движется уже побыстрее. 2. Раз, два. И снова какой-то круговорот, непрекращаемый. Амир? 2. Да что ж такое? Видимо, ваши кони сбились с пути и ходят по кругу. 1. Категория кони. 19. Вопрос. Что такое арчак? А. Собака-пастух в табуне лошадей. Б. Деревянная основа для седла. Или В. Порода лошадей. Так. Можно воспользоваться бустерами. Звонок другу и поговорить с противником. Я выбираю звонок другу. Алло. Вот. Инай. Что такое арчак? Варианты ответа. А. Собака-пастух в табуне лошадей. Б. Деревянная основа для седла. Или В. Порода лошадей. Этот седла, какой вариант? Б. Б, да. Седла. Может быть, тут... Это я думаю так. Хорошо. До свидания, спасибо. До свидания. Мы принимаем твой ответ Б. Правильный ответ Б. Деревянная основа для седла. У тебя твоя мама была права. 5. Раз, два, три, четыре, 5. Категория история. Вариант 16. Вопрос. Шеймуратовцы прошли свыше 4000 километров от А. От Дона до Эльбы. Б. От Урала до Мадрида. Или В. От Бурзяна до Вены. Я считаю, что вариант А. А почему ты так думаешь? Интуиция. Хорошо. И ответ А правильный. Дон – это река Ростовской области, а Эльба – европейская река. Течет она по территории Чехии и Германии. Тебя не подвела интуиция. 1. И ты вернулся на то же место, где и был пару ходов назад. Легкий путь. 3.
Жасмин потихоньку догоняет Абрика и, надеюсь, догонит. Ну а ход переходит тебе. 6. Раз, два, три. Сюда? Да. 4, 5, 6. Все. Я поздравляю ваш класс. Ты принес вашей команде дополнительные баллы при следующем этапе. Какие у тебя чувства? Я очень рад за победу. И думаю, что мой класс тоже будет радоваться. Я тоже за вас рада. Амир, какие у тебя сейчас чувства? Немного огорчен по поражениям, но надеюсь, что это не повлияет на исход следующего тура. Не грусти, вы все равно же вдвоем проходите следующий этап. Вы смотрели телевизионную игру для юных патриотов Атуйнатып «Битва командиров». Потомки Салавата отступать не умеют. По коням навстречу новым приключениям и знаниям. Пока!